Россия, Удмуртия, культурный центр региона Ижевск. А это журналисты. Они побывали во многих уголках Родникового края, как часто называют республику, и знают интересные факты о нем. Сегодня их задание выполнит артист шоу барабанов «Африканские сердца» и блогер Эбрима. Он родился и вырос в Гамбии и больше 6 лет живет в Ижевске. Эбрима уже побывал в возрожденной деревне Мувыр, в музее исчезнувших деревень и даже лепил пельмени. Чем в этот раз его удивит путешествие, узнаем через считанные мгновения. Привет, Эбрима! Дядь Мурсоня! Мы подготовили для тебя новое увлекательное путешествие по Удмуртии. И в этот раз побываем в Шарканском районе. Готов выполнить наше задание? Конечно, готов! Тогда поехали! Let's go! Напомним правила. Эбриме нужно больше узнать об Удмуртии и выполнить задание журналистов. А они будут наблюдать за блогером из редакции. Шарканский район называют Удмуртской Швейцарией, и это абсолютно заслуженно. Холмы, зеленые луга не уступают красоте альпийским. В районе активно развивается коневодство. В фермерском хозяйстве в починке мочища разводят новоалтайскую, башкирскую и вятскую породы. Последнюю можно считать исчезающей. В мире таких конематок не более 150. Вот эта порода отличительная, вот именно вот этот вот жеребчик, видите, он мышастой масти. Это очень редкая масть. В принципе, она редкая среди аборигенных пород, ну и у вяток в том числе. Эта масть бывает только у аборигенок. Гордый конь Парус – абсолютный чемпион породы на Всероссийской выставке в 2021 году. Его в табуне считают вожаком. Сейчас наш чемпион. Это настоящий африканский красавец. Очень красивая. Берем тебя в конкурс Африка. Девочки, пора дуэт. Идите ко мне. Это ко мне, девочка. Зазвенел колокольчик, пора лошадкам готовиться к доению. Сопровождает маму жеребенок. Сначала молоко ему, а потом уже людям. Узнай о пользе кобыльего молока. Отлично. Молоко кобылье. О, Оно самое приближенное к материнскому молоку. прикольно. Пробуем, оно сладенькое очень. Угу. Ну давай тоже. Здоровый. Здравый. Это мой первый раз. Молоко в хозяйстве можно найти и в сухом виде. Благодаря особому методу подготовки продукт сохраняет все свои витамины. Такое кобылье молоко можно смело взять с собой, и хранится оно дольше. Готовят в хозяйстве и кумыс. Это молодой кумыс, ему 2 дня. Пробуем. О, Он газированный. а, Кисленький, к нему надо привычку. а. С компанией по контрактному производству мы освоили 2 крема на основе кобыльего молока. Это крем для тела, крем для лица. Я думаю, что до Нового года он будет на прилавках. Шарканский район – сказочный центр республики. Именно здесь живет удмуртский Дед Мороз Толбабай. Все знают, чем занимается Толбабай в зимнее время. А что он делает целый год? Дядь Буре. Дядь Буруша, здравствуй, друг мой. Давно не виделись. Давно. Я знаю, вы удмуртский Дед Мороз. Что вы занимаетесь без снега? Летом у нас очень много дел. Волшебных и неволшебных. Сам видел, усадьба-то у меня вот какая большая. Да. И помощников много. Но дел не в проворот. И зверушки, и птички, и игры, танцы новые готовим к новому сезону. Ведь
За горами зима. И ребятишки к нам поедут. Толбабай каждую зиму исполняет желания детей. Об их мечтах узнает из писем, которые приходят из разных уголков страны и зарубежья. Да, в этих письмах тысячи и тысячи желаний, потому что ребятишки верят, что здесь с помощью моего волшебного посоха желания обязательно исполнятся. А у тебя есть заветное желание? Но у меня есть желание. Так давайте же скорее его загадаем. Для этого нужно О. двумя ручками взяться за посох, глазки закрыть и загадать самое-самое заветное желание. Желание я хочу строить. Ах, никому не говори. Ведь желание, оно должно быть в тайне. Понял. Но мне потом на ушко расскажешь, точно исполнится. Что строить? Нет. Он сказал нет, нет. Не скажу. Я знаю, что вы любите музыку. Я тоже музыкант. Я хочу мы вместе, чтобы играем что-то интересное. Отличная идея. Пойдем. Давай. Оказавшись в Шарканском районе, нельзя проехать мимо первой культурной столицы финно-угорского мира – деревни Старые Быги. Традиционно здесь проходит гастрономический фестиваль «Бык-бык». В деревне варят удмуртский национальный напиток варщ. Возрождает эту традицию барон Гавр. Варщ готовится из пророщенной ржи. Рожь сначала замачивается в холодной воде на одни сутки. Далее проращивается 3 дня. После рожь пропускают через мясорубку. В чугунок выкладывают липовую лучину, ошпаренную солому, а потом рожь. После отправляют в печку на сутки. Это, кстати, очень полезный напиток. Вообще удмурты говорят, что это эликсир жизни. Все, давай пробуй. Эбрима, как тебе путешествие по Шарканскому району? Интересно, очень вкусно, необычно. Удмуртия, территория будущего. Поставьте лайк и комментарий. Мурсаер Удмуртия, мита берег они шемия, танку мита дмоне сунит, Удмурсаер таутини. Сем Джейд Бурес.